Больш за 13 год таму 24 лістапада 2006 года быў прыняты спецыяльны дэкрэт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь нумар 18 аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у неблаганадзейных сем'ях. Галоўная мэта дэкрэта – дапамога, абарона дзяцей і іх вяртанне ў здароўленыя біялагічныя сем'і. Адзін з метадаў рэалізацыі дэкрэта – працаўладкаванне абавязаных асоб і спагнанне сродкаў, выдаткаваных дзяржавы на іх утрыманне. Але некаторыя абавязаныя не ў поўным аб'ёме выплачваюць сумы на ўтрыманне дзяцей. Да чаго гэта вядзе ў наступным сюжэце. Абавязкі бацькоў не толькі духоўна, фізічна і інтэлектуальна развіваць сваіх дзяцей, але і матэрыяльна забяспечваць. На жаль, далёка не ўсе бацькі клапоцяцца пра матэрыяльнае становішча сваіх дзяцей. Па дадзеных судовай статыстыкі, ухіленне бацькоў ад утрымання дзяцей і ад пакрыцця расходаў, выдаткаваных дзяржавай на ўтрыманне дзяцей, займае значную частку сярод злачынстваў, якія не ўяўляюць вялікай грамадскай небяспекі, але з'яўляюцца самымі распаўсюджанымі сярод замахаў на інтарэсы непаўналетніх. За 11 месяцев 2019 года судом Шкловского района осуждено за уклонение от содержания детей 4 лица и за уклонение от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, 11 лиц. При этом из числа осужденных 10 лиц – это женщины, 6 лиц ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Одновременно с назначением наказания в отношении 9 лиц судом Шкловского района было применено принудительное противоалкогольное лечение. Основные причины таких злачынстваў – п'янства і нежаданне працаваць. Адзін з прыкладаў – 44-гадовая шклаўчанка, якая павінна кампенсаваць расходы, затрачаныя дзяржавай на ўтрыманне дачкі і сына. Данная гражданка ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления 3 раза. В ноябре 2018 года она освободилась из исправительного учреждения, где отбывала наказание в виде лишения свободы. В обеспечении обязанности по возмещению средств на содержание детей она была трудоустроена оператором поточной линии по выработке короткого льняного волокна в ОАО «Шкловский льнозавод». Однако уже за май-июнь 2019 года она допустила 23 прогула, что повлекло за собой неполное возмещение обязательств по возмещению расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. По данному факту в отношении нее было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь. И по подозрению в совершении данного преступления она была задержана на 3 суток и помещена в изолятор временного содержания Шкловского РОВД. Муж пагасіў запазычанасць, а грамадзянка абяцала добрасумленна працаваць. Орган папярэдняга следства выбраў у дачыненні да яе меру стрымання ў выглядзе падпіскі аб нявыездзе. Аднак, выйшаўшы з ізалятара часовага ўтрымання, жанчына хутка забыла свае абяцанні і на працу выходзіць не стала. Таму мера стрымання была змененая на заключение под варту. С учетом личности обвиняемой, а также наличия большой суммы задолженности, приговором суда Шкловского района от 1 ноября 2019 года указанной гражданке было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Однако с назначенным наказанием она не согласилась и подала апелляционную жалобу в суд апелляционной инстанции. При этом в своей апелляционной жалобе она указывает на суровость назначенного наказания, просит суд апелляционной инстанции о снисхождении и назначении наказания, не связанного с изоляцией от общества. Однако отсутствие личной дисциплинированности у гражданки Г свидетельствует о том, что трудиться и возмещать расходы она в состоянии, лишь находясь в условиях, связанных с изоляцией от общества.